Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Определен состав сборной России по биатлону на 3 январских этапа Кубка мира. В состав вошли четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых и занимающая 6-е место в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов Саид Каримула Халили. Также в состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гаранин, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. У женщин будут выступать Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова. В январе пройдут 3 этапа Кубка мира с 9 по 12 января в немецком Оберхофе и Рупольдинге с 15 по 19 января, а также в Словенской Поклюке в период с 23 по 26 января. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги Торонто Мэйпл Ливс на своем льду принимал клуб Каролина Харрикенс. Результат встречи 8-6 в пользу канадцев. На 36-й минуте матча в составе Каролины отличился российский форвард Андрей Свечников. Также шайбы забросили Брок Макгинг, Мартин Нечес отметился на 20-й и 36-й минуте встречи и Эрик Хаула. У Торонто отличился Джейсон Спеца, Вильям Нюрландер, Джон Таверс, Остон Мэтьюс, Митчелл Марнер забросил 2 шайбы, Тейсон Берри и Пьер Эндвал. В турнирной таблице Каролина занимает 5-е место в Восточной конференции. В активе клуба 46 очков в 37 матчах. Торонто на 7-й позиции, имея 44 очка после 38 встреч. В следующем матче Торонто на выезде сыграет с Нью-Джерси в ночь с пятницы на субботу. Каролина в то же время на выезде сыграет с Нью-Йорк Рейнджерс. А в континентальной хоккейной лиге уфимский Салават Юлаев в овертайме обыграл казанский Акбарс. Встреча завершилась со счетом 4-3. Самым результативным игроком по итогам матча стал хоккеист Акбарса Альберт Ярулин. Ему и принадлежит первая шайба. У уфимцев отличился Эдуард Гиматов. Салават Юлаев прервал серию из 3 поражений подряд и имеет в своем активе 47 очков после 42 игр. В таблице Восточной конференции он располагается на 5-й строчке. С 26 по 31 декабря команда примет участие в Кубке Шпенглера. На групповом этапе сыграет со швейцарской Амбрипиотой и финским ТПС. Акбарс занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 39 матчах. В следующей игре команда из Казани на выезде сыграет с Нижнекамским нефтехимиком. Встреча пройдет 25 декабря. Группа крымских дайверов уже 3-й год проводит празднование Нового года под водой. Они проводят хороводы вокруг установленной на дне наряженной елочки, после чего аккуратно возвращают дерево на берег. Подробности расскажет Артем Сторонов. Новый год на новых глубинах. В воскресенье дайверы из нескольких крымских клубов установили наряженную елочку на дне Черного моря, недалеко от поселка Новый Свет. Эту церемонию они проводят уже 3-й год подряд. Перед погружением зимнюю красавицу, обязательно искусственную, наряжают. Пластиковые шарики и мишуру крепко-накрепко прикрепляют к ветвям, чтобы их не унесло течением. К основанию дерева крепят грузила. По сценарию у нас сначала небольшая игровая такая постановка на берегу, ну и потом дальше, как каждый год уже, мы ставим елочку под водой, встречаем Деда Мороза, может быть чего-то там перекусим под водой, что тоже немаловажно, ну и, конечно же, новогодний хоровод. После окончания церемонии елку также осторожно возвращают на берег. Для моря это мусор, и оставлять под водой его ни в коем случае нельзя. Рождественский турнир «Спортивные игры долголетия» прошел в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На соревнования собрались более 400 участников из 11 административных округов столицы. Соревнования прошли по 4 видам спорта – мини-футбол, шахматы, бильярд и настольный теннис. На турнире работали профессиональные спортивные судьи всероссийской и международной категории. Победителей и призеров наградили медалями и кубками. Также определили победителей в командном зачете и победителей в 8 специальных номинациях. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» выиграл у саратовской «Волги» в своем последнем матче первого круга Высшей лиги России. Встреча прошла в Московской области и завершилась со счетом 3-1. В составе якутян результативными ударами отметился Яник Самплей, Никита Рычков и Афанасий Федоров. Единственный мяч саратовской команды забил Роман Сенаторов.
По итогам 13 встреч первого круга регулярной части чемпионата якутские футболисты занимают 7-е место в турнирной таблице конференции «Запад». В активе команды 20 очков. Отмечу, что ближайший преследователь «Зари» – это московская «Динамо» еще не сыграла свой заключительный матч первого круга. В рамках 13-го тура «Динамовцы» на выезде встретятся с югорским «Газпром-Бурением». В первом матче второго круга соревнований «Заря» сойдется с московским клубом КПРФ-2. Встреча состоится 22 января. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия-24.